Товарищи, в Верховный Совет СССР было очень много обращений от ингушского населения рассмотреть их проблему, поскольку до 1934 года Ингушская автономная область была. Сейчас руководство Чечено-Ингушской автономной республики обратились с просьбой создать комиссию и спокойно изучить этот вопрос. Я думаю, что Совет национальностей мог бы образовать комиссию, но прежде чем будем образовывать комиссию, я хотел бы высказаться в таком плане, что создаваемая комиссия исключительно спокойно, объективно должна изучить проблемы и с учетом интересов ингушского населения, чеченского населения и североосетинского населения, поскольку в целом затрагивают вопросы и этих национальных групп и народностей. Но работа эта должна вестись таким образом, чтобы это не привело к дальнейшему созданию напряженности межнациональных отношений в этом регионе, а наоборот, работа комиссии должна быть настолько конструктивной, чтобы укрепилась узы дружбы и сотрудничества между этими братскими народами, которые веками живут вместе. Предложение, значит, следующего характера. Если вы не возражаете, мы не могли быстро раздать, на слух я зачитаю, кого мы рекомендуем. Значит, предлагается, чтобы комиссию возглавил товарищ Беляков Анатолий Михайлович, депутат Верховного Совета СССР, ранее работавший первым секретарем Удмуртского обкома КПСС, а сейчас назначенный председателем Комитета по вопросам национального развития Российской Федерации. Бурятского, Бурятского обкома. Состав комиссии предлагается: товарищ Акаев Оскар Акаевич, депутат, член Совета национальностей, президент Академии наук Киргизии; товарищ Лавров Сергей Борисович, заведующий кафедрой экономической географии Ленинградского госуниверситета, тоже член Палаты Совета национальностей; товарищ Бойерс Юрий Рудольфович, он, вы знаете, неоднократно выступал, член комиссии Совета национальностей, доктор юридических наук, его участие в этой комиссии будет очень полезным; товарищ Галазов, председатель Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, первый секретарь Северо-Осетинского обкома; товарищ Дарсыгов, член нашей комиссии, и он представляет ингушский народ; товарищ Завгаев Даку Гапурович, председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, первый секретарь Чечено-Ингушского обкома партии; товарищ Мариничев, заместитель председателя комиссии Совета национальностей по торговле, коммунально-бытовым услугам; и товарищ Осипов Прокопий Дмитриевич, секретарь Комитета Верховного Совета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов. Вы его тоже знаете. Вот мы хотели вот эту группу образовать с вашим участием, при вашем согласии, и попросить товарищей, выделим время, спокойно поработать с тем, чтобы эта комиссия могла бы представить свои соображения. Есть ли какие-либо замечания? Пожалуйста, товарищ Дарсыгов. Вам, товарищ Нечанов, вы сказали, что, создавая, чтобы никому не ущемлить, я обращаюсь к всем депутатам и вам лично. Мы, ингушский народ, не требуем ничего. Она была в 22 году, 23 разделена между нами, осетин, север Осетии, Ингушетии. Есть карты, есть изучать, есть каждый клочок земли описан. Тут вот с того надо начинать. Я прошу, почему я так говорю, чтобы вы сказали, что одну сторону не ущемлять. Мы, ингуши, с
2008 года мы не можем найти товарищ свою Дарсыгов. правду. Так, хорошо, садитесь, товарищ Вот. Дарсыгов. И чтобы Разве комиссия... я, и чтобы разве меня- я чьи-то интересы ущемлял? Я разве что-нибудь такое сказал, которое кому-то не нравится, или чьи-то интересы? Я просто призвал к спокойному, объективному разбору. Что здесь плохого? И вы будете в составе комиссии. А если бы так, как вы говорите, раз, два и решили, тогда и комиссию не надо было создавать. Значит, согласны, товарищи, все? Так, пожалуйста. Действительно, если мы сейчас на комиссию начнем давить, комиссия какие-то претензии предъявлять, то комиссия свою объективную оценку не сможет даст создавшемуся положению или чему-то. Поэтому, может, действительно, тогда, если, допустим, от Северо-Осетинской АСР включается первое лицо в состав комиссии, может, с Назрановского или с этого первое лицо тоже включить в состав этой комиссии. Откуда? Чечено-ингушского народа включен Завгаев, Доку. Да. А от представителей ингушского народа может тоже первое лицо, или председатель райисполкома, или там первый райком партии включит. Но я не знаю, кто там сейчас. Чтобы спокойно, объективно комиссия могла работать. Ну так кого вы предлагаете? Ну я не знаю, я именно северо-осетинского народа выступаю. Значит, Чтобы вы давления хотите, было, чтобы- таких заявлений не было. Что комиссия, если есть комиссия депутатская, то она должна обладать доверием и полномочиями. Так, пожалуйста, товарищ Икаеву хочет добавить товарищ Я Хаджиев. хотел просто, чтобы народные депутаты поняли, потому что дело в том, что Северный Кавказ, он очень плотный, и многие путают, где Орджоникидзе, предположим, где Грозный, где Нальчик и Махачкала. Ну, уже знаете примерно, да. Дело в том, что в основном там споры идут между Ингушетией и Осетией. А первый, это президент нашей республики чеченец. И это, конечно, создает какие-то, ну, может быть, нюансы. Хотя я не думаю, между нами никогда ни между Осетией, Ингушетией или Чечней не было таких вот раньше нюансов. Да, никогда не было. Поэтому, в общем-то, первым секретарем районного комитета партии в Назране является Аушев, ингуш. Он вот из семьи Аушев, вы знаете одного из этих Аушев, героя Советского Союза. Он был заместителем председателя горисполкома нашего города Грозный. Было бы вполне справедливо его включить. Хорошо, И, наверное, значит, да. было бы справедливо включить первого секретаря райкома партии пригородного района в Осетии. Это два района, которые непосредственно в этом заинтересованы. Я фамилию первого секретаря пригородного не помню, но это товарищ из Осетии скажет. Так, значит, первого фамилия... И те не депутаты, но я думаю, не обязательно в комиссии одних депутатов иметь. Так, хорошо. Товарищ Икаев, вы кого-то хотели фамилии назвать? Значит, двух, да? Двух первых секретарей райкомов соседних. Хорошо, фамилия, имя, отчество уточним, включаем, согласие у всех имеется. Так, пожалуйста. Товарищ Чехоев. Да. Рафик Нишанович. Депутатская, Ну, я не знаю. заинтересованных двух руководителей районов комиссия будет включать. Хорошо. Так, пожалуйста. Я не знаю, насколько там по 2, по 3 человека с каждой автономной республики. Может быть, лучше будет по одному человеку. Это на ваше усмотрение, конечно. Но было бы желательно, чтобы в этой комиссии не было депутатов заинтересованных сторон. Есть в этом где-то, наверное, разумность есть. Это первое. И второе. Этой проблемой у нас в Москве занимаются научные институты, давно занимаются. Есть ученые, которые эти вопросы давно поднимают. И было предложение, если бы эта комиссия перед тем, как, значит, поехать туда, встретилась с этими учеными здесь. Круг ученых Это можно естественно, определить. но мы же сейчас не будем Вот. решать. Просто Комиссия мы можем не это только сказать. встретится, изучит Кто может- материалы. Да. Хорошо, товарищ Чехоев. Товарищи, это, минуточку, товарищ Дарсыгов, я же руковожу этим заседанием. Товарищи, наша комиссия полномочная будет спокойно изучать все вопросы с привлечением документов, специалистов, экспертов, все будет нормально. Я возвращаюсь еще раз к этому вопросу. Значит, мы когда товарища Дарсыгова включили, имели в виду, что Северная Осетия одним представлен Чечено-Ингушетия и ингушские товарищи товарищем Дарсыговым. Ну, возник вопрос двух секретарей райкомов пригородных и соседних включить.
Вот вопрос. Будем включать или депутатские ограничимся? Комиссия пускай привлекает секретарей райкома. А товарищ Дарсыгов представляет ингушскую часть достойно. Поэтому, кто за то, чтобы вот зачитанные мною кандидатуры были включены в состав комиссии во главе с товарищем Беляковым Анатолием Михайловичем, прошу голосовать. Депутатскую, да, депутатскую. Так, кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Состав комиссии утверждается. У меня следующая просьба, товарищи. Палата Совета национальностей работает весьма напряженно. Напряженность, с одной стороны, вызвана большой ответственностью за разработку законопроектов, которые действительно ждет вся страна, все республики и все автономные образования. И у нас большая ответственность, конечно, за разработку этих законопроектов. Но ситуация, сложившаяся в связи с отдельными заявлениями депутатов от Литовской ССР, частично со стороны некоторых депутатов от Эстонской ССР, а также отсутствие на наших заседаниях ряда депутатов от братских республик, которые свою основную работу считают главным, а нашу работу второстепенным, серьезно осложняет нашу работу. Поэтому старостам групп я хотел бы обратиться, чтобы передали всем членам Верховного Совета от ваших республик, Совета национальностей и особенностей, чтобы все немедленно прибыли на заседание Совета национальностей, чтобы мы могли нормально работать и отвечать требованиям наших избирателей. Во-вторых, все, кто пропустили, а я на следующем заседании вам зачитаю списки, некоторые депутаты являются